Ну, те действия, которые выполняет зрячий человек, это как бы все обычно, да? Но когда вот слепому начинаешь все это объяснять, оказывается очень трудно. Потому что у них нету вот, примера. Если зрячий ребенок все время видит глазами, да, и информацию он очень много получает вот с рождения, а слепой ребенок этого не получает. Если не сложно, я тут немножко расскажу. Например, вот ребенок заболел, да, ну нормальный ребенок, в садик не пошел, его оставили в комнате, остался дома, да, лет 5, и вот смотрите, пока он играл, солнце светило. Потом набежали тучи, пошел дождик, люди, там появились лужи, люди ходят, да, с зонтиками. И вот ребенок, даже когда ему никто ничего не рассказывает, получает информацию. Вот когда облаков много, тучи приходят, идет дождь, оказывается, получаются там лужи, да. Интересно же, ребенок все это уже как информацию воспринимает. А вот представьте, что слепого ребенка оставили в комнате. И вот он в этой комнате, да, в этом пространстве он, наверное, изучит что-нибудь. Все равно он сидеть не будет, он что-нибудь потрогает, да, но слепого ребенка даже так не оставляют в комнате одного. Его все время опекают, за ним все время присматривают, чтобы он не задел чего-нибудь. Ну, это безопасность, конечно, на первом месте. И поэтому у ребенка нету практического опыта увидеть что-то, да, потому что он ограничен. Вот слово ограничение здесь очень резко выступает насчет слепых детей. Потому что без взрослого он на улицу не пойдет. Потому что он без... А взрослые что? Его хватает за руку, бегут к автобусу или садят в автомобиль и до школы. И молча, наверное, сидят в телефоне, и этот ребенок как бы сидит без информации. Если у тебя ребенок слепой, надо все рассказывать. Все, что видно, все, что по дороге видите. Чтобы он по мере движения понимал, где он едет, что там есть, да, ну хотя бы название улиц, там, по какой улице он едет в школу, если в автобусе, то остановки, потому что, когда он станет взрослым, это ему понадобится. Что такое перекресток, ему надо объяснять, что такое светофор, надо объяснять, потому что, когда не видишь этого, это совсем непонятно. Даже в автобусе, когда едешь, закройте глаза, и вы не будете понимать, куда поворачивает автобус, да? С кем вы едете, около чего вы едете, это совсем непонятно. А вот когда все это родители, которые понимают, объясняют ребенку, став взрослым, он все-таки имеет какое-то представление. Ну, например, мы же море не видели. Я море увидела где-то в 40 лет. Ага. Но мы же знаем, что такое море, потому что нам рассказывали, потому что мы читали. Вот точно так же. Слепым детям надо очень много рассказывать, чтобы у них опыт был, чтобы они хотя бы вербально, да, знали, что это такое, чтобы потрогав потом все равно в жизни-то они могут же с этим встретиться, потрогав там, походив, да, все-таки они будут понимать, что это. Даже вербальные знания, ну, говорят, у слепых очень много вербальных знаний. Они очень красиво могут вам что-то рассказать, даже не зная вот этого объекта. Потому что память у них очень хорошая. Спасибо.